Сергей Сергеевич, здравствуйте. Сразу хочу обозначить значимость нашего интервью, поскольку, если не ошибаюсь, за последние годы это впервые, когда руководитель компании «Алроса» отвечает на вопросы республиканского телевидения. Спасибо, что согласились встретиться. И, наверное, с места в карьер давайте подведем итоги уходящего 2019 года. Каким он был для компании, с какими показателями, с какими производственными показателями подходите к концу года? Добрый день. Спасибо, Алексей, за вопросы. Что касается итогов предварительных 2019 года, нам еще нужно отработать 2 недели до конца года, но уже сегодня можно констатировать ряд цифр. Первое, конечно, это серьезное падение продаж. Мы считаем, что продажи у нас снизятся около 25% к 2018 году. Это цифра существенная. Связано это, естественно, с состоянием мирового алмазно-бриллиантового рынка. Там совокупность факторов и затоваривание бриллиантов, которое произошло на фоне достаточно оптимистичных ожиданий продавцов бриллиантов в начале года, что все эти запасы будут реализованы, но это не совершилось. Это разразившиеся торговые споры между США и Китаем. И если мы говорим про Гонконг, то вообще продажи рухнули ювелирных изделий на 50%. Материковый Китай, продажи бриллиантов серьезно замедлились, и непосредственно было и влияние определенное на продажи ювелирных изделий в самих Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, и, кстати, ряд экспертов, которые уже в отрасли работают десятилетиями, говорят, что это падение продаж и этот кризис в чем-то был сопоставим с кризисом 2008-2009 годов. Я тогда в компании не работал, но помню, насколько тяжелая была ситуация. Но тогда у нас продажи резко упали и потом резко восстановились. Что касается 2018-2019 года, то, к сожалению, продажи падали на протяжении 14 месяцев. То есть такой был достаточно затяжной период, не было резкого обвала. Но, тем не менее, мы видим, что с ноября-декабря этого года мы говорим об осторожном оптимизме и восстановлении продаж. Пока не до тех уровней сезонных, которые мы видели в конце 2017, в конце 2016 годов, но ситуация текущая позволяет нам осторожно говорить о оптимистичном сценарии и ситуации стабилизации продаж и постепенным ростом в следующем году. Понятно, насколько этот тренд будет уже в первом квартале следующего года. Я думаю, к февралю, к марту мы поймем, насколько продажи будут восстанавливаться и, соответственно, какие будут результаты уже по итогам 2020 года. Тем не менее, компания прошла этот длительный спад достаточно спокойно. Мы не проводили какие-то сверхплановые оптимизации, мы не направляли наших сотрудников в простой, мы четко исполняли и дальше впредь собираемся исполнять все пункты нашего коллективного договора. Мы индексировали зарплаты на уровень инфляции, как и прописано у нас в коллективном договоре. Мы не метались, не шарахались, у нас все хорошо с ликвидностью, мы приняли ряд правильных решений в части избавления от ряда непрофильных активов, которые не имеют никакого отношения ни к алмазному бизнесу, ни вообще к даже расположенной не на территории республики Саха-Якутия. Но весь этот комплекс мер, включая меры по операционной эффективности, они дали очень хороший результат, и компания проходит нынешнюю ситуацию вполне себе спокойно. За исключением, конечно, выплат комбинированно налоговых и дивидендных в бюджет Республики Саха-Якутия, но это отдельная ситуация, и она абсолютно управляемая, и это не то, что какая-то новость, которая возникла там вчера. Мы понимали это еще в конце 2018 года. К вопросу дивидендов и налогов мы еще отдельно вернемся. А с чем связано падение спроса? Это покупательская способность, может, интерес у покупателей в странах США и Китая падает, или синтетика тут свою роль играет?
знаете, синтетика здесь один из 5 факторов, но точно не входит в тройку. Опять же, это не только наше мнение, это мнение там, всех ведущих игроков и компаний, которые на этом рынке работают там, даже намного больше, чем существует Алроса. Факторы – это, безусловно, макроэкономика, которая спровоцировала падение спроса на ювелирно-бриллиантовые изделия в ряде географий. Что касается непосредственно сектора огранки, там тоже достаточно сложная ситуация, связанная, как я говорил, и с затовариванием именно бриллиантов уже ограненных, которые необходимо, чтобы, ну, условно говоря, при наличии спроса этот навес бриллиантов был реализован. Это, кстати, происходило в прошлом году, поскольку алмазодобывающие компании, на которые приходится существенная доля рынка, включая Алросу, снизили объем предложения, тем самым стабилизировав рынок. Да, есть проблемы с доступом к банковскому финансированию ряда наших покупателей, которые раньше имели кредитные линии на покупку алмазов у Алроса, потом банки, особенно индийские, в первую очередь индийские, ужесточили эти критерии. Там масса факторов, но мы видим, что, еще раз повторюсь, ситуация нормализовывается, стала нормализовываться с ноября 2019 года. Давайте вернемся к вопросу о налогах, о дивидендах. Какие поступления ждать в этом году и планы на год следующий? Если мы говорим о факте уже выплат дивидендных за итоги деятельности компании в 2018 году, то это рекордные за всю историю нашей работы показатели. Это около 80 миллиардов рублей, налоги плюс дивиденды. Я говорю только о платежах в адрес Республики Саха-Якутия. Если мы говорим про следующий год, мы пока цифры не называем, хотя бюджет у нас утвержден наблюдательным советом, поскольку это является коммерческой тайной внутри компании. Мы как публичная компания не имеем права комментировать, только некие прогнозы. Безусловно, по сравнению с 2018 годом определенное снижение будет, оно неминуемо. Но мы считаем, и мы сегодня видим, что дивидендные и налоговые выплаты по итогам работы компании в 2019 году, они будут все равно больше и лучше, чем по итогам нашей деятельности в 2017, 2016, 2015 годах. Поэтому если мы говорим об исторически рекордном 2018 году, то они будут меньше, но если мы берем последние 5, 7, да, наверное, 10 лет, то выплаты все равно будут достаточно существенными. Наблюдательный совет ситуацию эту однозначно в течение года контролировал. Я хочу сказать, что Арсений Сергеевич Николаев отстаивает позиции республики и обеспеченность финансирования бюджета республики через все механизмы, которые есть. Я знаю, что и он постоянно это обсуждает и с руководством страны, и буквально недавно была встреча, посвященная этому. Я знаю, что они эти вопросы активно обсуждают с Антоном Георгиевичем Силуановым, который является председателем наблюдательного совета и который знает, какая часть доходов поступит от Алросы, какая часть в том числе может быть компенсирована из других источников. Эта работа ведет, и то снижение налоги плюс дивиденда, которое произойдет в 2020 году, по нашей информации, оно сильно не скажется на бюджетной обеспеченности республики, потому что развиваются и другие отрасли. Если мы видим результаты, смотрим на результаты и нефтедобычи, и газодобычи, и других компаний, то вклад их растет, и частично это тоже нивелирует то снижение дивидендов, которое произойдет по компании Алроса. На самом деле 80 миллиардов – довольно-таки внушительная сумма, да, о которой идет речь. Если там, не ошибаюсь, это порядка 40% от бюджета республики в целом. И эта тенденция так и сохраняется. Конечно, общий вклад в следующем году будет меньше, но за счет роста налоговых поступлений от других отраслей, за счет тех решений, которые были приняты и, как я понимаю, еще будут приняты в следующем году со стороны Минфина Российской Федерации, мы не видим какого-то существенного роста дефицита бюджета Республики Саха-Якутия в 2020 году. И глава региона здесь просто уникально справляется с этой ситуацией и давно держит ее на контроле.
Алроса достаточно плотно сотрудничает с республиканскими властями в социальной сфере. Это в первую очередь речь идет о строительстве социальных объектов, спортивных, там, может быть, культурных. Причем это происходит регулярно, и хотелось бы понять, вот, что сделано в этом году и что планируете в следующем году. Что касается социальных инвестиций нашей компании, то хочу привести просто несколько цифр. В 2019 году мы попросили международную аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers провести сравнение тех выплат социального характера, которые сегодня осуществляет компания «Алроса». И мы были удивлены, что мы понимали, что мы находимся в топе, но не знали, что мы занимаем первое место среди международных компаний нашего сектора с точки зрения соотношения социальных выплат к выручке, к чистой прибыли и так далее. Так у компании «Алроса» эти выплаты составляют свыше 3% по итогам 2019 года. А по итогам 2020 года эта цифра даже будет больше, потому что выручка у нас, естественно, чуть снизится, но в процентном соотношении. Социальные обязательства остаются в том же объеме. Да, наблюдательный совет поддержал, и это была и позиция менеджмента компании, что социальные, я говорю, расходы, там скорее это инвестиции, в нашем понимании это инвестиции. И все эти проекты будут осуществляться. Если мы возьмем проекты, которые на слуху, которые были реализованы уже в этом году и разрезаны торжественные ленточки праздничные, то это школа в поселке Абый, Абыйский улус, это поселок Бетюнцы, спортивный зал многофункциональный в Амгинском районе. Это культурный центр в селе Мая Мегино-Кангаласского района. И буквально позавчера в Оленьке открыт этнокультурный центр, что было масштабным событием для региона. Глава республики открывал центр. Он тоже был частично отфинансирован за счет договора о социально-экономическом развитии и сотрудничестве АК «Алроса» и Оленекского района. Это только 4 объекта, которые были введены в этом году. А так это фонд будущих поколений республики и отчисления плановые в следующем году, которые уже утверждены Напсоветом, вырастут, составят почти вот $1 миллиард рублей. Это те деньги, которые пойдут на открытие новых объектов в следующем году, на начало проектирования объектов, которые будут вводиться в последующие годы. Это масса программ, которые, на наш взгляд, здесь руководство республики, правительство республики правильно сами определяются, куда эти деньги будут инвестированы. И не только, и там, наверное, даже не в первую очередь не в те районы, в которых работает «Алроса», а все районы республики Саха-Якутия, где нет крупных промышленных предприятий, где, скажем, ситуация с наличием школ, медицинских учреждений, условно говоря, отличается от состояния этой инфраструктуры в более благополучных районах. Это договора социально-экономического развития с Нюрбинским районом, около 300 миллионов рублей, различные региональные мероприятия, муниципальные, работа с различными учреждениями, расположенными на территории республики. Это миллиарды и миллиарды рублей. Мир меняется довольно-таки стремительно, и появляются новые технологии, в том числе и в управлении бизнесом. Значение закономерности помогает срезать, так скажем, определенные углы, ускоряет переходы от одного этапа жизненного цикла компании к другому, экономить денежные и эмоциональные, может быть, ресурсы. Насколько хорошо «Алроса» сегодня готова к вызовам в технологическом и кадровом плане? Абсолютно готовы. Вы абсолютно правы, что мир сегодня меняется очень быстро. Я даже спустя год, приезжая и посещая высокотехнологичные предприятия, которые находятся и на территории нашей Родины, и за рубежом, встречаясь с нашими партнерами, потому что черпать информацию о состоянии рынка можно только общаясь напрямую с нашими партнерами. Не так много информации, много закрытой информации.
много противоречивой информации по той же синтетике, поэтому здесь, ну, как говорится, нужно владеть информацией из первых уст. Я вижу даже за год, какие колоссальные изменения происходят. Появляются оборудование, которое способно уже сегодня практически полностью автоматизированно гранить крупные алмазы. Вопрос времени, как это оборудование может быть использовано уже на среднеразмерном сырье, мелком сырье, насколько четко будут выдерживаться все пропорции. Мы понимаем, что это вопрос нескольких лет, мы это уже активно начинаем прорабатывать в наших ограночных предприятиях. Это не значит, что сократится персонал, работа станет другая, производительность вырастет. Мой заместитель вернулся вчера из Индии, где посещал ограночные фабрики, на которых он был буквально 1,5 года назад, и он уже говорит, что эти фабрики куда меньшим коллективом или, условно говоря, с куда большим ростом производительности труда увеличивают выпуск продукции, становятся более гибкими, более конкурентоспособными. Все это, безусловно, нужно учитывать. Развиваются цифровые продукты. Мы впервые в этом году опробовали так называемое цифровое сканирование алмаза и некоторых наших боксов, которые находились в стоке и по которым мы не могли получить приемлемую для нас стоимость, но за счет покаменного сканирования специальным оборудованием, к сожалению, импортным, но я уверен, что и наша промышленность будет подтягиваться и инвестировать в производство такого оборудования, мы понимаем, что мы уже способны осуществлять покаменную реализацию, и клиенту не нужно приезжать в офис Алроса, он получает цифровой паспорт, который загружается сразу в компьютерную систему, совмещенную с его разметочными программами, понимает всю структуру камня, все включения, все геометрии, особенности и подает автоматически заявку, которая попадает в систему и может получить этот алмаз или там, бокс алмазов через несколько дней в любой точке мира. Все очень сильно и быстро меняется. Мы на это, считаю, что сегодня очень быстро реагируем. Новое оборудование требует и новых квалифицированных подходов. Как в компании готовят специалистов? Команда сегодня способна отвечать на все вызовы. Я считаю, что у нас сегодня профессиональная команда, мотивированная, нацеленная на результат. И здесь я оцениваю работу команды на 5 за последние годы. Что касается работы с кадрами в целом по компании, то достаточно много изменений. У нас запущены обучающие программы. У нас свыше 1000 человек в целом по системе АК Алроса и дочерних компаний прошли переобучение, прошли специальную подготовку не только профессиональных навыков, но сегодня нужно обладать и компетенциями в области проектного управления, коммуникации, работы в кроссфункциональных командах. Все это мы последние годы всему этому уделяем огромное внимание. Вот только сейчас я вернулся с нашей командной сессии для топ-менеджеров, где мы моделируем различные ситуации, мы прорабатываем разные сценарии в онлайне, мы разбираем потом свои ошибки. Мы работаем с профессиональными тренерами, которые нам дают, и мы понимаем, что мы как топ-менеджмент компания, мы тоже обязаны постоянно учиться, мы обязаны постоянно следить за всеми трендами, потому что иначе мы станем неконкурентоспособными. В целом по подготовке кадров, найму персонала у нас выполняются все соглашения, которые сегодня существуют с районами в Якутии, с Якутией как субъектом федерации. Мы об этом докладывали Арсению Сергеевичу Николаеву в понедельник в ходе нашего ежегодного традиционного совещания о результатах деятельности компании. Безусловно, по разным районам разные ситуации, есть еще проблемы с переподготовкой кадров, с транспортными, логистическими вызовами, которые есть, но они решаются, и мы видим, что приходят молодые, мотивированные ребята, которые гордятся работой в компании, которые быстро осваивают навыки работы на сложнейшем оборудовании.
более высокопроизводительном оборудовании. И все это говорит о том, что компания наша обладает серьезным запасом устойчивости и является привлекательным работодателем не только на территории Якутии, но и в целом в Российской Федерации. Что сделать, чтобы местный парень из села, вернее, для местного парня из села, может быть, вот из соседнего Сунтарского района, сделать привлекательную работу в промышленности? В первую очередь важно помочь новому человеку, молодому человеку в особенности, освоиться в компании, понять, как работают подразделения, какие требования по промышленной безопасности, охране труда. У нас объединение молодых специалистов компании в позапрошлом году разработало проект, который сейчас внедряется. Проект, который помогает освоиться, адаптироваться новым работникам, попав в новые коллективы, потому что иногда квалифицированный работник может прийти, но там не знает людей, нет наставничества, такое отношение, ну иди там сам разбирайся, бери инструмент, сам учись. Вот нам важно, чтобы этого не было, чтобы люди как можно быстрее адаптировались и поняли, действительно ли это их выбор, действительно ли им нравится и интересна эта работа. Нам кажется, что этот проект дал колоссальные результаты и с точки зрения вот текучести кадров, и тех ребят, которые приходят и потом по каким-то причинам уходят из компании, вот их становится все меньше и меньше. Возвращаясь к вопросу о непрофильных активах, вот на прошлой неделе вышел релиз о том, что негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» компания «Алрос» планирует продать. Здесь меня интересует два момента. Первый момент – это какую долю компания готова реализовать, и риска хотелось бы все-таки понять, есть ли за что переживать тем, кто держит свои пенсионные сбережения в «Алмазной осени». Насколько я понимаю, там цифра десятков тысяч людей, и чтобы как-то, может быть, людей успокоить или к чему-то подготовить, чтобы не было определенных волнений. Ну, начну сразу с рисков. Никаких рисков нет. Я свою пенсию также корпоративную держу в «Алмазной осени», не собираюсь никуда переходить. И большинство наших коллег, и членов правления, и руководителей компании, и сотрудников среднего менеджмента, все держат свои сбережения в «Алмазной осени», и фонд показывает хорошую доходность, и мы знаем, что эти средства в стопроцентной сохранности. Актив был признан непрофильным, на самом деле, еще в 2018 году решением наблюдательного совета, естественно, по инициативе менеджмента. Какой вариант нам удалось проработать, и о котором мы коммуницировали и на хозактиве компании в апреле, и в декабре прошлого года на встрече с коллективами, и профсоюз об этом давно прекрасно знал, это не являлось какой-то тайной, но к какому финальное решение мы пришли, и мы очень рады, что акционеры нас поддержали. Во-первых, мы ограничиваем круг покупателей квазигосударственными компаниями, это фонды, связанные или с государственными банками, или государственными структурами, у которых хороший, как сказать, не люблю англицизмы, трек-рекорд, опыт и управление почти триллионами пенсионных накоплений, которые находятся на особом контроле Центрального банка как регулятора, и сегодня уже там, не знаю, проинвестировать деньги куда-то не туда просто невозможно. Я это знаю как бывший куратор пенсионного фонда Сбербанка, как член совета директоров Газфонда, просто общаясь регулярно с крупными фондами, я знаю, что насколько ЦБ уже сегодня держит все под пристальным контролем. То есть это будет ограниченный круг участников, там не будет каких-то, так сказать, игроков с отсутствием референций или со странными референциями. Во-вторых, что самое главное, мы в конкурсной документации прописали, что фонд не может быть ликвидирован, присоединен. Наш фонд «Алмазная осень» в течение 3 лет. Он остается как отдельная структура, находится здесь, рядом с компанией «Алросос», нашей штаб-квартирой.
И продаваться будет 99 с хвостиком процентов, а оставшийся пакет останется у компании «Алроса». И это позволит нам, это также прописано в конкурсной документации, иметь место в совете директоров фонда и влиять на все ключевые решения, иметь право вето фактически на любые финансовые решения фонда, любые инвестиции. Мы считаем, что такой подход он абсолютно устраивает. Фонд остается де-факто под контролем компании «Алроса», да, не полным, но с правом блокирующего голоса. При этом компания получает, по нашим оценкам, несколько миллиардов рублей, которые в сегодняшней ситуации точно будут не лишние. Но вопрос продажи фонда – это был не вопрос там, получения тех или иных денег. Мы справимся и без нескольких миллиардов. У нас неплохая финансовая ситуация. Мы понимаем, что, во-первых, все крупнейшие российские компании уже давно эти процедуры прошли. Сегодня мало кто в составе своих групп, ну, кроме банков, непосредственно финансовых организаций, имеет пенсионные фонды. И если мы возьмем там РЖД, Норникель, Росатом, крупные структуры, пошли именно давно таким путем, и у них все в порядке, и пенсионеры довольны, и сохраняется и доходность, и растет еще и качество программ. Мы считаем, что вхождение нашего фонда в крупную структуру с активами в триллионы рублей даст и абсолютно честно дополнительные возможности сотрудникам нашего фонда, потому что они не будут чем-то там непрофильным для группы «Алроса», которая занимается алмазодобычей. Они будут работать в структурах, где у них совершенно другие кадровые возможности, и возможности по обучению, и возможности по перенятию опыта крупнейших российских финансовых структур, особенно связанных с государственными банками. Поэтому никаких рисков абсолютно нет, и считаем, что это сбалансированное, абсолютно взвешенное решение, которое позволит нам осуществлять корпоративные программы. Компания будет по-прежнему нести обязательства по инвестициям, по перечислению денежных средств в пенсионный фонд «Алмазная осень», и наши клиенты нашего фонда, и мы как сотрудники ничего не почувствуем. Да, действительно, условия продажи довольно-таки жесткие. Можем говорить сегодня о каких-то потенциальных покупателях? Там 3-4 игрока, это крупнейшие фонды. Я думаю, что если мы их возьмем по рейтингу, это будут крупнейшие российские негосударственные пенсионные фонды. Хорошо, ну давайте вернемся к синтетике. Недавно буквально была новость о том, что их доля увеличивается. Как компания будет реагировать на данную проблему? Ну и что делает «Алроса» для того, чтобы быть конкурентоспособным с синтетикой? У нас на рынке есть такая шутка, что сегодня синтетика – это 2% рынка, но 98% разговоров на всех отраслевых совещаниях и встречах. Это действительно так. Здесь следует отметить несколько факторов. Во-первых, повторюсь, мы сегодня знаем все, что происходит, знаем всю экономику, знаем технологии, какие есть, как они развиваются. Единственное, важно сейчас будет посмотреть, как пройдет рождественский сезон продаж ювелирных украшений с искусственно выращенными или синтетическими бриллиантами в США, потому что пока это основной рынок. Другие страны практически молодежи неинтересны эти продукты. Как продаются ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами? Мы проводили исследования среди ювелирных магазинов, очень больших, средних, маленьких, в основном в США, и выяснилось, что вот люди, которые приходят в магазин и хотят купить синтетический бриллиант, оно чрезвычайно маленькое. Да, такие люди есть, они считают, у них есть там определенная парадигма, и они там считают, что им интересно проэкспериментировать, они считают, что у них там есть желание за меньший бюджет купить камень, который будет выглядеть больше и так далее. И в этом ничего страшного нет, мы все там можем ориентироваться или нам могут нравиться совершенно разные вещи. В чем мы видим проблему? Что когда клиент и потребитель не понимает разницу между природными бриллиантами и искусственными бриллиантами, не понимает, что
ту ценность, которую несет природный бриллиант. Я там не буду сейчас рекламировать, перечислять уникальность, это все само собой разумеется, но природные бриллианты, они ограничены, и скоро в мире наступит их дефицит, ну, скоро я имею в виду в течение 10-20 лет, потому что новых месторождений нет, имеющиеся мощности постепенно выбывают, особенно во многих странах, кроме России, что является, безусловно, нашим конкурентным преимуществом. В-третьих, сильно падает цена на синтетические бриллианты. То есть если год назад еще, там, не знаю, его можно было купить с какой-то скидкой там, 20-25% к природному, то сегодня скидки доходят уже до 40, 60, иногда больше процентов. Производство не ограничено, то есть их можно там, миллиарды карат штамповать, и встает вопрос, а зачем платить за это какую-то разницу по сравнению с природным бриллиантом, когда мы это видели по искусственным изумрудам, по искусственным рубинам, когда сначала продажи шли там с каким-то сравнением с природными аналогами, а потом просто разделилось на два рынка. Остался рынок на природные, натуральные, драгоценные камни и на, условно говоря, некие имитаторы, имитации. Мы здесь видим такой тренд, что, условно говоря, просто сам рынок станет больше. То есть многие люди, они будут по-прежнему покупать и природные бриллианты, особенно в связи с какими-то событиями, там, помолвка, свадьба, рождение детей, годовщины тех или иных памятных событий. Так и, условно говоря, как дешевая бижутерия, что-то вот на каждый день, что-то, что не жалко потерять, не нужно убирать в сейф с синтетическими бриллиантами. И просто сам рынок расширится. Будет место и для нашего продукта, и место для синтетических бриллиантов. Что мы делаем как компания? Во-первых, мы не идем в этот бизнес, потому что мы не видим долгосрочно, в течение 3, 5, 7 лет, что там можно заработать. Там может быть любая география, и Российская Федерация здесь не является конкурентоспособной географией для выращивания в масштабах колоссальных синтетических алмазов. Там практически нет рабочей силы, от этого никакого не будет преимущества для наших акционеров, для России, для Республики Якутия. Мы разрушим веру в наш бренд, как Алроса славится как компания и ценится качество наших бриллиантов именно как настоящих, уникальных, добытых из матушки Земли. Что мы делаем? У нас есть отраслевая ассоциация производителей алмазов. Мы инвестируем деньги и в том числе в образовательные проекты, объясняем по всему миру покупателям, в чем состоит разница. У нас нет задач там как-то дискредитировать синтетику. Мы просто объясняем, что такое наш продукт, по каким критериям оцениваются бриллианты, какие бывают характеристики у бриллиантов. При этом покупатель дальше голосует своим кошельком. Да, синтетика будет развиваться, да, доля рынка, условно говоря, в каратах будет расти, но в деньгах мы пока не видим роста из-за именно падения цены. И повторюсь, по всем нашим коммуникациям сегодня это не является и не стало фактором снижения цен на бриллианты, из-за затоваривания рынка, сыграли совершенно другие факторы. Да, синтетика определенное влияние оказывает, да, часто клиент может разочароваться вообще в бриллианте, потому что он не поймет, что то, что он сегодня купил, там, не знаю, за $1000, завтра будет вообще стоить $100, и никому не будет, а может там $3. И, естественно, человек будет чувствовать себя обиженным, и в целом его отношение к ювелирным изделиям может измениться, что для нас важно, и мы стараемся на это реагировать. Не так страшно, черт, как его малюют, да? Недооценивать тоже нельзя, определенное влияние есть, но сегодня мы считаем оно абсолютно управляемое, и компания Алроса нет никакого смысла идти там в ювелирную синтетику. И синтетика будет развиваться для промышленных нужд. Это сегодня, пока сложилась такая ситуация, и можно, извиняюсь, надурить клиента,
там еще деньги зарабатываются в продаже ювелирных украшений с искусственно выращенными бриллиантами. Но будущее рынка синтетики – это промышленность, это высокие технологии, это космос, это квантовые технологии, это уникальные скальпели для микрохирургии и так далее. Вот этот рынок, он будет развиваться, и это будут миллиарды долларов. Давайте поговорим по поводу геологоразведки. Тем более в этом году Айсен Николаев впервые, по-моему, за последние несколько лет собрал руководителей крупных предприятий, которые работают на территории республики, и представителей Росгеологии. Проблема есть. На самом деле, хотелось бы понять, что сегодня в Алроса делается в геологоразведке, какие работы, какие планы. Айсен Сергеевич, когда у нас был в Мирнинском районе, буквально несколько месяцев назад, он собирал отдельно наших геологов, нашу научную базу, и с ними провел несколько часов, обсуждая итоги геологоразведочных работ за последние несколько лет и планы на следующие годы. Поэтому он хорошо в курсе всех тех процессов, которые у нас происходят, и тех задач, которые перед нами стоят. Мы являемся компанией номер один не только по добыче алмазов, и мы удержим наши лидерские позиции здесь в ближайшие годы, не видим никаких сомнений. В части запасов нам тоже повезло, и богатая якутская земля позволяет нам ставить новые запасы. Сегодня они составляют около 1 миллиарда карат. Это в несколько раз больше, чем все сегодня доразведанные мировые запасы алмазов. Безусловно, в мире будут и, очевидно, в Африке, может быть, и в Канаде, и в других странах будут новые открытия, но мы также уверены, что и в России, и на территории республики будут новые открытия. Поэтому по ресурсной базе мы обеспечены, даже если не будет новых открытий, на десятилетия, ну, условно говоря, там, при сегодняшней добыче на 30 лет работ, когда в то время как у других компаний это, дай бог, там 10-15 лет. Но, тем не менее, мы на этом не останавливаемся. Мы за последние 10 лет только за последние 10 лет приросли на 400 миллионов карат. Достаточно эффективно работает наш геологоразведочный комплекс. В первую очередь, это Вилюйская экспедиция геологоразведочная. Мы реструктурировали наш ГРР-комплекс. Он сегодня полностью способен выполнить те задачи по воспроизводству минерально-сырьевой базы, которые стоят перед компанией. Мы инвестируем в год свыше 6 миллиардов рублей. Это и доразведка действующих месторождений, и поисковая геологоразведка. Как мне недавно рассказывали наши геологи, у нас сегодня 2 высокоперспективные зоны. Это Малобытообинский район. Там мы локализовали 3 аномалии, где наверняка будут открытия новых месторождений. Достаточно интересные результаты геологоразведки вокруг недавно введенного в эксплуатацию Верхнемунского месторождения. Мы уверены, что это кимберлитовое поле. Здесь я напомню, что, безусловно, трубок мы обнаружили и обнаружим сотни, но буквально 1 из 100 трубок содержит алмазы с необходимым содержанием, достаточным для промышленной добычи. Поэтому 1 из 10 трубок алмазоносная, а из 10 алмазоносных только 1 с достаточным содержанием, чтобы ее можно было дальше разрабатывать. Поэтому перспективы хорошие, но давно ждем открытия, давно их не было. Мы при этом понимаем, что то, что было, условно говоря, ближе к поверхности Земли, то, что было обнаружить проще, уже все обнаружено во всем мире. И есть много трубок, и мы видим алмазы, которые сегодня не привязаны к нашим действующим трубкам, хорошего качества алмазы, но мы понимаем, что это достаточно большие перекрытия горных пород, это сложность нахождения этих трубок из-за межтраповых образований, поэтому наш геологоразведочный комплекс инвестирует много, и компания инвестирует в новые технологии обнаружения алмазов именно в сложно доступных местах. Напомню, что мы также работаем в Африке, работаем достаточно успешно и в части добычи
алмазов. Мы получаем хорошие дивиденды. В этом году это около $100 миллионов США из Анголы. Это рекордные дивиденды за всю историю компании и от нашего проекта совместного в Анголе. Мы увеличили нашу долю в добывающем предприятии в Анголе. В этом году было 2 очных встречи Владимира Владимировича Путина с новым президентом Анголы, господином Лоренцо. Эти вопросы нашей работы стоят на межгосударственном уровне сегодня. И в Анголе мы инвестируем миллионы долларов в разведку новых месторождений. И перспективы там тоже очень хорошие. Ну и, как вы понимаете, себестоимость добычи в Анголе, она в силу чисто климатических факторов, некоторых логистических факторов, потому что рядом аэропорт, рядом железная дорога, и, конечно, себестоимость там ниже. И компания в этом году вышла на рынок Зимбабве, нас пригласило новое руководство этой страны с предложением вернуться в страну и начать геологоразведочные операции. Мы сформулировали условия, при которых мы были бы готовы вернуться, и видим, что руководство Зимбабве, понимая значимость такого партнера, как Алроса, и возможность быстрого наращивания добычи, пригласила нас работать на тех условиях, которые устраивали и компанию Алроса, и государство Зимбабве, правительство Зимбабве. Мы получили достаточно перспективные лицензии, интересные, которые наши геологи, которые в свое время работали в этой стране, знают эти районы. Там точно есть алмазы, есть вопросы, опять же, в содержании, в мощности пластов, если мы говорим про аллювиальные месторождения. Ну, я напомню, что Зимбабве в свое время добывала 12 миллионов карат, а сегодня добыча снизилась до 2-3 миллионов карат, и там нам предстоит большая работа. А что значит вернуться? Как это не, может быть, не... За счет геологоразведки, которую как раз Алроса будет проводить, быстро вернуться не получится, но страна является сегодня наряду с Анголой одной из самых перспективных стран в Африке с точки зрения новых открытий месторождений алмазов. Теперь к вопросу экологии. Алроса на самом деле давно уже имеет какие-то экологические программы, в том числе и мы их освещаем. Это достаточно вспомнить и зарыбление рыбы, которое регулярно происходит. Какая работа ведется с экологами, что было сделано в этом году, что планируете в следующем году, какие проекты ожидаются? Ну и не могу не спросить, какие по итогам событий августа 2018 года, какие выводы Алроса для себя сделала? Пользуясь случаем, хочу еще раз извиниться перед жителями Вилюйской группы районов за те неудобства и то грязное пятно, которое попало из наших котлованов. Здесь нам обидно, что это не было связано с какими-то нашими действиями, а часть причины начались на бесхозном гидротехническом сооружении, откуда из-за перелива воды хлынуло все к нам, попало в наши дражные котлованы. Аномальные дожди, которые были зафиксированы и подтверждены всеми метеобюро за последние 100 лет. Но, тем не менее, для нас это урок хороший, потому что все равно грязная вода пришла с наших дражных котлованов, поэтому мы свою ответственность осознаем и никуда от нее не бежим и ни на кого не валим. Да, просто, условно говоря, обидно, когда это не было связано, что мы какие-то не те работы проводили или мы что-то не досмотрели, но работа над ошибками самым серьезным образом проведена. Во-первых, второй год уже идет строительство руслоотводного канала. Мы пропустили паводок успешно в июне этого года уже через новый руслоотводной канал. Он уже частично был построен и будет достроен в этом году, уже полностью пойдет. Там перерезервировано все в 2-3 раза, даже если еще изменится климат и с глобальным потеплением и всеми изменениями, которыми нас пугают и которые, к сожалению, действительно происходят. Мы там, даже если 3-4-кратные ливни будут, аномальные, мы все это пропустим без риска того, что наши дражные котлованы как-то будут задействованы.
Безусловно, после всех этих событий к нам, наверное, каждые 2 недели приезжают те или иные проверки. Сегодня я подписал несколько актов и вижу, что еще Росприроднадзор проведет до конца года, хотя остается 2 недели, еще одну внеплановую проверку нашей компании. Но для нас это хорошо, потому что нужно быть все время в тонусе, и для нас хорошо, когда кто-то еще дополнительно смотрит, что у нас происходит и могут ли быть те или иные нарушения. К сожалению, достаточно много спекуляций по влиянию производственных объектов, промышленных объектов на те или иные концентрации тех или иных веществ в реках, и Малая Бетообия, и Марха, и Вилюй. И очень часто эксперты, условно говоря, ну, можно взять где-то пробу, да, там могут быть какие-то повышенные содержания, но никто не говорит о том, что когда эта вода поступает к нам, протекает выше по течению наших объектов, не имея никакого отношения к Алросе, она уже природно имеет определенные геохимию и содержание объекта, то, что мы называем фоновые пробы. И нужно понимать то, что попадает в реки с каждым с паводком, когда из леса выносятся чисто природные металлы и различные выходы разных веществ по руслу рек. И как раз, чтобы избежать всех этих спекуляций, в том числе мы совместно с правительством Республики Саха-Якутия, совместно с Академией наук будем проводить в течение нескольких лет комплексные экологические исследования реки Вилюй. Это влияние и наших промышленных объектов, и не наших промышленных объектов. И вся работа с анализом вообще воды на протяжении с тех моментов, когда она впадает с океана, как она движется, где какие добавляются металлы и другие соединения, которые носят чисто природный характер. Мы к этой работе абсолютно готовы, мы ее проводим уже давно своими силами, чтобы как раз тоже общественности представлять эти результаты. Мы приглашаем общественников, что, кстати, нам иногда запрещено законом, потому что это опасный объект, и тем не менее мы приняли решение, что ряд общественных организаций мы всегда привозили на наш прииск Ирелях, где произошли эти события в 2018 году. И на Нюрбинском ГОКе у нас 3 или 4 таких проверки с участием общественных организаций побывало. Кто-то, не знаю, возьмет спутниковые снимки, начнет как-то их сам интерпретировать. Мы привозим, показываем, что все показатели в нормах, и то, что работают наши сооружения по очистке, это видно на спутниковых кадрах, это не значит, что они работают неправильно или там наносят какой-то вред. Что касается мероприятий, комплексные научные исследования, ну, я не говорю про элементарные вещи по обеспечению питьевой водой. Да, это комплексная программа, ее невозможно решить за 1 год или средствами только Алроса, но соответствующая программа была принята впервые при поддержке руководства республики в прошлом году и сейчас реализуется по тем селам, которые, и населенным пунктам, которые находятся в зоне течения реки Вилюй, Марха и так далее. Если говорить о цифрах, рекультивация земель около 4 миллионов квадратных метров с 2006 года рекультивировано компанией промышленных земель и засаждение деревьями, травами, кустарниками, восстановление восстановления флоры. Все эти объекты сдаются, под пристальным контролем принимаются. Ну, это колоссальная работа. В деньгах, я думаю, что это больше миллиарда рублей. У нас в этом году утверждена новая программа наших экологических мероприятий по АК «Алроса» на несколько лет вперед. Закончилась предыдущая 5-летняя, утверждена новая, утверждена совместно с Минэкологией Республики. Это тоже миллиарды и миллиарды рублей по нашим действующим объектам. Безусловно, проблемы есть. Мы иногда видим и в части работы наших геологических экспедиций, и те предписания, которые мы получаем от контролирующих органов. К счастью, мы понимаем, что они там достаточно легко устранимы и скорее являются там где-то отсутствием, может быть, культуры или по освоению месторождений и
проведения геологоразведочных работ. Где-то просто человеческий фактор, что-то не доглядели, где-то наша операция опрокинулся бензовоз ДТП, и еще и не мы были виноваты, кто-то выехал на встречку, значит, нужно срочно приехать, навести порядок, все зачистить. Естественно, нам выписываются штрафы, и мы их не спорим с этим и стараемся оплачивать, как можно быстрее ликвидировать такого рода последствия. В компании работает около 36 тысяч человек. Конечно, определенное влияние на территории, в которых мы работаем, есть. Поэтому впереди предстоит еще масса мероприятий, новые мероприятия. Мы будем стараться к тому, чтобы эффект нашей производственной деятельности сводился к нулю и по влиянию на природу, на флору, фауну, проживание сообществ, которые находятся в зоне действия наших операций. Все это мы будем делать и нашу работу усиливать. Как мы уже поняли из интервью, уходящий год был непростым, были взлеты, были падения, но тем не менее компания смогла показать себя как, по большинству показателей остается высокоэффективной компанией. Можете поделиться принципами или ценностными установками, которые вы руководствуетесь, управляя в Алроса? В общем, в чем секрет эффективного менеджмента в компании Алроса? Я лично или наша команда? Вы лично, конечно. Мне кажется, нужно быть честным перед собой, честным перед командой, перед всеми сотрудниками, перед коллективами, не скрывать, почему мы, и объяснять, коммуницировать, почему принимаются те или иные решения, быть абсолютно прозрачным, готовым ответить на любой вопрос, в том числе любой неприятный вопрос. И опять же, я считаю, что у нас сегодня первоклассная команда, которая готова к тем вызовам, которые есть. Мы их преодолеем, и мы с уверенностью смотрим в будущее и видим уже хорошую стабилизацию на рынке. Уверены, что следующий год для нас будет более успешным. Хорошо. Спасибо большое еще раз, Сергей Сергеевич, что нашли время, ответили на наши вопросы. С учетом того, что компания «Алроса» играет большую роль в жизни республики, я думаю, многих якутян волнуют происходящие процессы внутри компании. Спасибо еще раз. Спасибо большое.